Основная цель подобных спортивных мероприятий – пропаганда здорового образа жизни и привлечение граждан к активным занятиям физической культурой. В России массовые забеги кросса нации организуются с 2004 года и ежегодно привлекают все большее число участников разных возрастов и профессий. Жители нашего города демонстрируют успехи на различных беговых дистанциях с момента основания спортивного мероприятия. В минувшую субботу на территории Центральной городской площади стартовали забеги для ветеранов и спортивных семей, производственных коллективов, учащихся школ, вузов и СУЗов города. Погода сегодня прекрасная, то есть все с особым таким, видно, энтузиазмом. Молодежь и старшее поколение, даже старше 60 лет принимают участие. Поэтому, что можно сказать, только положительное от этого эффект и общее единение, как обычно происходит при таких масштабных мероприятиях. Хорошее настроение, заряд на всю оставшуюся осень и далее. Забег, организованный для ветеранов спорта, прошел в числе первых. Маршрут движения заслуженных спортсменов стартовал от магазина «Визит» и пролегал вдоль улицы Ленина в направлении Центра детского творчества. Совершил разворот и финишировал с противоположной стороны у магазина с символичным названием «Молодость». В номинации «Мужской забег от 60 лет и старше» первым пришел Айрат Зиганшин. Он ежегодно принимает участие в забегах, пропагандируя своим примером здоровый образ жизни. Каждый день утром, вечером бегаю на стадионе, веду образ, трезвый образ жизни, каждый день занимаюсь спортом, на велосипеде, велотуризмом занимаемся, в сторону Исьянова ездим, вот собираемся, на тот год в Уфу поедем на велосипеде, пробег хотим сделать, а так вот занимаюсь постоянно. Организация очень хорошая, молодежи особенно много. Правда, ветеранов сегодня маловато было. Мой вечный соперник Таракин Геннадий Николаевич сегодня не видно было. А так массовость есть, конечно. Молодежь занимается спортом, молодцы. Для молодого поколения участие в кроссе не только возможность приобщиться к культурно-спортивной жизни страны, но также проявить себя как спортсмена. Для многих участников результат, достигнутый на данных соревнованиях, может послужить началом профессиональной спортивной карьеры. Потому борьба за призовое место разворачивалась на каждой дистанции без исключения. Тяжело было, когда дошел до середины, посмотрел назад и думал, что догонят. Не сдался, сделал до конца, побежал, победил. До этого только футболом занимался, поэтому не знаю, поэтому, может, быстро бегаю. А сегодня тебя что сподвигло выйти? Есть какая-то идеологическая составляющая? Как сказать, нет, просто не заинтересовало. Попробовал себя посмотреть, как смогу ли я. Вот все. Для Раушании Мурадимовой, занявшей первое место среди учащихся 10-11 классов, участие в забеге не только состязание на скорость, но и возможность доказать самой себе, что она сильнее обстоятельств. Я занимаюсь легкой атлетикой, у меня были серьезные проблемы со здоровьем, операции, но я все равно пришла заново с самого начала начала заниматься, и теперь я снова на том уровне, на котором была. Я доказываю себе, что могу с каждым годом участвовать на кроссе нации и на разных других соревнованиях. Не было сильных атлетов с моей школы. Поздравляю! Спасибо. Уехала моя сестра и другие сильные легкоатлеты, так что я была первой. Так бы борьба развернулась бы сильнее. По итогам забегов результаты всех участников были высоко оценены организаторами спортивно-массового мероприятия. Призеров соревнований наградили памятными дипломами и медалями. У нас сегодня приняло по заявкам более 2000 участников и действительно прошло на хорошем уровне. Победители были определены. Самое главное, у нас было это все без всяких ЧП, без травм обошлось. За это я хочу сказать слова благодарности ГИБДД, Сайфудинову Ильгиз Идельбаевичу, который обеспечил нам порядок в этом направлении. Хочу также отметить судей наш. Это Сибайский многопрофильный колледж и Сибайский педагогический колледж, которые обеспечили судейство проведения на высоком уровне данного мероприятия. Ринат Музафаров, Радмир Сингулов, Гульгина Расклидина, телекомпания СТВ.